Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. И сегодня в выпуске. Встреча двух лидеров. В рамках первой Кавказской инвестиционной выставки встретились президенты Абхазии и Южной Осетии. Выдающиеся сыны абхазского народа. В Агу прошел круглый стол к 130-летию со дня рождения Нестора Лакоба, Ефрема Эшба и Николая Акиртава. В память о героях в Нижней Ишере открыли мемориальные плиты членов экипажа второго танка, сложивших головы в Отечественной войне народа Абхазии. В Минеральных водах состоялась торжественная церемония открытия первой Кавказской инвестиционной выставки, в которой приняла участие делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжани. На выставку прибыли гости со всех регионов Российской Федерации. Участников и гостей выставки приветствовал заместитель председателя правительства России Александр Новак. Он отметил масштабность мероприятия, в котором задействованы все заинтересованные стороны, и выразил уверенность в том, что Кавказская инвестиционная выставка придаст новый импульс для привлечения инвестиций в Ставропольский край. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд нашей республики в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных водах. Аслан Бжани и Михаил Мишустин затронули вопросы перспективных проектов, планируемых к реализации в Абхазии, планы по газификации, открытие аэропорта и проекты в области туризма. В рамках первой Кавказской инвестиционной выставки Минводы-Экспо состоялась встреча президентов Абхазии и Южной Осетии. Аслан Бжани и Алан Гаглоев обсудили ряд актуальных вопросов по укреплению и углублению братских связей. Аслан Бжани также встретился с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком. Стороны обсудили вопросы развития электроэнергетического комплекса Абхазии, реконструкцию Сухумского международного аэропорта, а также ряд других актуальных вопросов. Во встрече участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Узган и министр экономики Российской Федерации Максим Решетников. С 30 мая по 2 июня в Абхазии пройдут Дни культуры Южной Осетии, сообщает пресс-служба Минкульта. Торжественное открытие состоится 31 мая в Абхазском драмтеатре показом спектакля Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Хитагурова «Черная бурка» по мотивам одноименной притчи осетинского драматурга Геора Хугаева. 1 июня на сцене Абхазской филармонии выступит ансамбль «Симд», который в этом году отмечает 85-летие со дня присвоения ему звания государственного ансамбля Республики Южная Осетия. Очередной гуманитарный конвой МЧС Абхазии отправился из Сухума в Луганск, сообщает пресс-служба ведомства. Абхазские спасатели во главе с министром Львом Квицине доставят в ЛНР продукты питания, бутилированную воду и одежду. Груз собран как рядовыми гражданами страны, так и юридическими лицами. Сумма начислений таможенных платежей в апреле составила 281,8 миллиона рублей или 113%. В сравнении с показателями предыдущего года объем начислений увеличился на 23,7 миллиона, сообщается на сайте ГТК. По итогам 4 месяцев этого года таможенными органами начислено 887,8 миллиона рублей, что больше на 58,6 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Контрольный показатель по таможенным платежам выполнен на 109%. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения абхазских партийных и государственных деятелей Нестора Лакоба и Ефрема Эшба, а в декабре следующего года исполнится 130 лет со дня рождения Николая Акиртава. К юбилею людей, сыгравших большую роль в становлении абхазского государства, в Агу состоялся круглый стол, посвященный деятельности выдающихся сынов абхазского народа. Репортаж Гугу Цивардани.
Лакоба, Ефрем Эшба, Николай Кертава. Эти имена навсегда связаны с борьбой за независимое существование Абхазии. Все трое ровесники. На их долю пришелся сложный период в истории Апсны. Трудные времена рождают сильных людей. Было отмечено за круглым столом, посвященным памяти великих сынов абхазского народа. Очень многие исследователи говорят о том, что Николай Кертава как бы в тени остается. Вместе с тем он был очень настойчивый, упрямый, упертый, когда касалось проблем и судьбы Абхазии. Ну, о том, что Ефрем Эшба и Нестор Лакоба являются, все эти три человека являются основателями, являются лидерами, являются и после установления советской власти на ноги становление Абхазии происходило именно под их руководством. Для того, чтобы этот материал собрать, чем я руководствовалась? Я не историк. Я не сижу в архивах. Для меня самая главная цель была собрать все, что издано и напечатано о наших лидерах. Политические портреты о видных государственных деятелях Далила Пилия собирают по крупицам, деталям, фразам, предложениям, интервью. Сильные, мудрые и образованные. У каждого из них было свое мнение, и нередко возникали противоречия. Эти противоречия, которые между ними возникали, они были вокруг Абхазии и во благо Абхазии. И поэтому я считаю это закономерностью. Хотя Ефрема Эшба очень быстро убрали из Абхазии, потому что он был сильный теоретик. Это подчеркивал всегда Лакоба. Когда касались какие-то политические моменты об Абхазии, он всегда говорил, это Ефрем Эшба. Но когда касались какие-то проблемы сугубо государственного характера, касающиеся абхазского народа, Ефрем Эшба всегда говорил, это прерогатива Нестора Лакоба. Он близко знает, он хорошо знает, он чувствует абхазов, крестьян, и поэтому здесь он должен быть. Но Николай Кертава, вы знаете, это был высокообразованный человек, который первым подписал образование Союза Советских Социалистических Республик. Выступавшие рассказывали о тяжелых судьбах политических деятелей и их семей. Историки отмечают, что многие аспекты их жизни все еще остаются тайной. Вот в 1936 году, если не ошибаюсь, 3 апреля, была встреча у них Нестора с Ефремом Эшбой. Они всю ночь проговорили, об этом говорится в дневниковых записях Эшба. И очень многое, в общем, выяснили между собой. И в частности, говорится о том, какую роль играл Берия, вот, какую роль играл Сталин во всех этих перипетиях. А потом вы знаете, что уже произошло. Вообще 1936 год был роковой для них, для всех. Вот. И в этом смысле, конечно, Нестор раньше закончил свою, так сказать, жизнь, был отравлен в декабре 1936 года. Они находились в заключении, но прожили немногим больше. Станислав Лакоба подчеркнул, что в начале 1921 года Эшба выступил инициатором провозглашения независимости Абхазии при поддержке Ленина. Его единомышленниками были Лакоба и Акертава. Заслуга Эшба состоит в том, что ему тогда удалось, несмотря на противодействие Сталина и Орджоникидзе, переломить ситуацию в пользу провозглашения независимой СССР Абхазия. Историк упоминает о разговоре Эшба с Орджоникидзе по прямому проводу. А потом, когда ситуация уже поменялась, вы знаете этот драматический его разговор по прямому проводу с Орджоникидзе, где было очень много, в общем, сказано. И фактически я это понимаю так, и по-другому невозможно понимать, что это было санкцией Ленина. Все, такой разговор не мог быть. Иначе с такой фигурой, как Орджоникидзе, значит и Сталин. То есть он настоял на этом. И то, что совещание проходило в Батуми, тоже говорит о многом. Это как раз следствие той поездки, которая была в Турцию. Там, безусловно, были договоренности определенные вот, относительно того, что Батумская область, ныне Аджария, перешла фактически Грузинская ССР. Вот. И в обмен, конечно, по всей видимости, Абхазии были обещаны некие преференции, потому что в одном из отчетов
который потом обнаружил Владимир Новиков в архиве, там Эшба ссылается о положительном батумском примере. Он говорит, особо выделяет этот момент. Ну, что это такой батумский пример? Ну, понятно, 16 марта был подписан советско-турецкий договор, а 18 марта вдруг советская власть в Аджаре, в Батуми устанавливает. Ну, таких совпадений не бывает. Тяжелое время рождает сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Да. И вот так вот последовательно. Возможно, у нас в 70-х, 80-х годах были на самом деле хорошие времена, которые, к сожалению, вот нас и родило. К беседе по видеомосту присоединился и внук Ефрема Эшба Виктор Эшба Абрамян. Он поделился воспоминаниями о своей семье. В ходе круглого стола его участники упомянули о поездке Лакоба Эшба в Турцию, где они сумели добиться от абхазской диаспоры поддержки действий Кемаля Ататюрка. И, наверное, отмечают историки, благодаря этому Абхазская Советская Социалистическая Республика получила признание. Турецкое национальное собрание проводило в основном эту работу. А часть территории Турции значительная была под оккупацией английской. И вот в этой зоне неофициально работал фактически Нестор Лакоба со своей группой. Вот ни в одном документе вы не встретите, что его там встречали абхазцы, что там. То есть они не давали эти материалы туда в центр, понимаете, чтобы не навлечь беду на этих людей. Ну и достаточно сказать, что даже сын Нестора, когда родился, он его называл Рауф, это не просто так. Ну, есть, кстати говоря, сведения еще и другие, что отец царей, он был в родственных отношениях с Ататюрком. Это немаловажно. То есть здесь было очень много интересного, очень много схожего. Но вы знаете, кто такой Рауф Урбай, Ашхару, адмирал. Он был потом, он возглавил фактически первое правительство турецкое при Ататюрке. Потом они с ним разошлись, ну, где-то 22-23 год. Вспомнили о том, что в Абхазии в то время не была проведена насильственная коллективизация. Эпизод, описанный Ефремом Эшба. Сталин отдыхал в своем санатории близ Сочи или Сухума. На веранде находились Сталин, Серго, Лакоба и приехавший из Кабарды Битал Калмыков. Это было, по-видимому, в 1930 году. Калмыков, желая поддеть Лакоба, при Сталине спросил: «А скажи, Нестор, а какой у тебя процент коллективизации?» Лакоба не понравился вопрос, несколько времени он сидел, утнувшись лицом в тарелку, и продолжал есть. Потом буркнул в ответ: 60. «А у меня 95», с торжествующими нотками в голосе сказал Битал. Лакоба долго молчал и вдруг задал Биталу вопрос: «А сколько людей ты расстрелял, пока добился этих процентов?» Орджоникидзе засмеялся, Сталин улыбнулся. Смущенный Битал ответил: «Ну, человек 200». Лакоба поднял голову и торжествующе сказал: «А я ни одного». Любимцы народа, патриоты, пострадавшие от сталинско-бериевского режима Ефрем Эшба, Нестор Лакоба и Николая Кертава. О личностях этих выдающихся людей можно говорить бесконечно. И, как отмечают историки, многое из того периода в истории Абхазии еще предстоит изучить. Гугут Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В поселке Птычха села Нижняя Ишера открыли мемориальные плиты членов экипажа второго танка, сложивших головы в войне народа Абхазии. 29 апреля 1993 года трое танкистов Александр Пачули, Астамур Матуа и Тимур Саканья попали под обстрел грузинских диверсантов и погибли. Долгие годы их боевые товарищи во главе с командиром экипажа Романом Герия мечтали воздвигнуть на этом месте мемориал. И, наконец, спустя 30 лет мечте суждено было сбыться. На церемонии открытия состоялся митинг и возложение цветов. Мероприятие объединило бойцов бронетанкового батальона, родных и близких погибших. Танк, который базировался здесь под номером 02, экипаж во главе командира Рома Герия, они работали с этого места. Работали, это означает, что стреляли на ту сторону, поражали цели очень часто и вызывали раздражение у нашего противника. Ребята передохнуть спускались сюда, и вот здесь диверсионная группа их ожидала. И в момент перестрелки трое из них, к сожалению, наши друзья были
погибли. Рома Герия тяжело ранен, добрался до танка, отстреливался. К сожалению, мы потеряли таких вот боевых друзей своих ребят. Давно это вот у Ромы Герия была вот эта инициатива вот сделать вот здесь на этом месте память. До этого вот там на дереве вы видите вот камень, просто как памятный камень там был, но вот такой вот обелиск открыть вот было давнишняя как бы его мечта. Сегодня она сбылась. Он считал себе своим долгом это сделать. Администрация помогла, ребята все рядом встали. Это еще раз доказывает о том, что мы не забываем те времена. И напрасно наши враги думают, что это со временем сгладится. Наоборот, это чувство, может быть, можно сказать, даже усиливается. И мы хотим молодежи показать, чтобы они не забывали вот эти вот времена. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало 576 книг о ракической средней школе. Подобные гуманитарные акции представительство проводит регулярно. Содействие в организации данного мероприятия оказал депутат Сухумского городского собрания Аик Калинжан. Напомним, что 23 марта в здании средней школы села Ракич произошел пожар, в результате чего кровля и второй этаж выгорели полностью. Серьезно пострадали и классы на первом этаже. Усилиями армянской общины Абхазии, местных властей и жителей села в школе проводятся ремонтно-восстановительные работы. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 4 мая, на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 14-19 градусов тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Камшев Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.